1954 году мы уехали в Казахстан. Брат приехал, и мы уехали в Казахстан с ним, потому что дальше оставаться было здесь невозможно. На фото Тамара Мальсагова, ее мать и брат. Это практически единственное изображение семьи, которое удалось сохранить до наших дней. Наполовину черкешенка, родом из дворянской семьи. Тамара рассказывает, ее мать Лейла никогда и не думала, что выйдет замуж за ингуша. Но вмешались сталинские репрессии. Семья Лейлы бежала из Адыгеи и совершенно случайно нашли пристанище в Ингушетии. Они не знали, куда они едут, что здесь за люди живут. Понятия они не имели. Но на железнодорожном вокзале, когда они сошли с поезда, им встретился молодой человек, который жил когда-то в Большой Кабарде и очень хорошо владел черкесским языком. И когда 3 сестры их было, когда они между собой общались, он услышал эту речь, к ним подошел, они объяснили, что они бежали от репрессий, он их забрал к себе домой, и они жили там у него. Но они им оказывали, конечно, посильную помощь. Они сели, шили, обшивали людей, но им благодарили не деньгами, продуктами питания и так далее, и так далее. Мама Тамары Лейла еще в юности получила религиозное образование, поэтому среди ингушей пользовалась особым уважением. Так что найти жениха в новой местности оказалось совсем несложно. У него первая жена умерла в родах, и у него было 6 детей. И когда он поехал познакомиться, они скрыли от отца, то есть от матери, скрыли о том, что у него вот такая большая семья, что у него 6 детей. Сказали, что есть один единственный сын, ему где-то лет 16-15, и что вот он хочет с ней познакомился и хочет сделать ей предложение. Достойно приняв детей от чужого брака, вскоре у Лейлы появились и свои – мальчик и девочка Тамара. Как раз в это время политические репрессии настигли ингушский народ. Утром в 6 часов, когда зашли солдаты и сказали, что вы переселяетесь, у них на руках были списки у солдат. Всю нашу семью, вся наша семья была в этих списках. Только вот мы, маленькие, и моя мама, у них в списках мамы моей не было. Уже они знали, что она черкешенка, что она, не ингушка, что власти не хотели, не могли ее трогать. И поэтому сразу нас предупредили, что вот вы остаетесь здесь со своими детьми, если хотите, не хотите, вы можете ехать со своей семьей на переселение, куда они будут ехать. Но потом старший дедушка и старшие братья, посоветовавшись между собой, решили нас оставить дома. Мы остались. Тамара вместе с матерью и братом одни из немногих, кто остался в республике. Своими глазами наблюдали, как дома местных занимают чужие. Долгое время семья Мальсаговых жила порознь. Ночью мы слышали, как на грузовых машинах людей переселяли на железнодорожный вокзал для того, чтобы пересадить их в эти телячьи вагоны, и они должны были уехать. Все утро гул машин стоял. Мы втроем, мама была просто, в шоковом состоянии, страх какой-то. И на утро, когда мы вышли, выпал большой снег, и мы сидели дома, холодно, голодно, и было очень страшно. Было слышно ни живой души вокруг, ни живой души вокруг. Вот мы втроем, мама, молодая женщина, и мы, маленькие дети, сидим. Мы 2 дня вот так просидели. И где-то, наверное, через неделю мы слышали, видели, как сюда заехали люди. На грузовых машинах, на бричках. Вы представляете, вот люди жили, имели что-то, скот, домашнюю утварь, все это осталось. Люди могли забрать только 16 килограмм с собой. Все остальное осталось именно в домах. И эти люди, когда заехали, мы тогда не знали, кто они, что они не к нам не пришли, мы к ним не ходили. Все то, что было, каждый приезжал и каждый занимал дом. В доме все есть, питание есть, скот есть, запасы какие-то, которые были приобретены, есть.
При первых послаблениях Лейла вместе с детьми отправились в Казахстан к семье, а уже после принятия закона о реабилитации ингушского народа все вместе вернулись в Ингушетию. Несмотря на все трудности, им удалось сохранить свою семью и даже развиваться и строить карьеру. В разное время Тамара Мальсагова занимала должности председателя райкома Союза работников торговли и потребления и кооперации, члена Ленинского райкома партии. Также работала заведующей отделом партийной жизни и корреспондентом газеты «Сердало» вплоть до середины 90-х. Позже начались проблемы со зрением. Сегодня она продолжает писать, но уже для себя и племянников, которых души не чает. Амина Бокова, Магомед Шаухалов, Новости 24.